Здравствуйте, вы смотрите программу Гуманитар ТВ, и сегодня у нас на повестке дня 8 вопросов. В том числе депутаты рассмотрят поправки в закон о средствах массовой информации, также поправки в закон о регламенте Джоркинеша и проект закона об омбудсмене. Рассмотрим проект закона об ИКЧ. И докладчиком и инициатором выступает депутат Джоркинеша. Да. Согласны ли вы с поправками, с проектом закона и с рядом норм, которые предусматривают этот документ? Законопроект в первом чтении был рассмотрен в комитете, соответствующем комитете, за основу был принят, и в таком варианте мы поддерживаем этот вариант, этот законопроект. А вот вы принесли различные виды докладов и отчетов. Это вот доклад о соблюдении прав, свобод человека и гражданина за прошлый год. Вот такой красочный и объемный получился в этом году. Кроме того, мы подготовили 10 специальных докладов. Вот они все будут в скором времени розданы. И, я надеюсь, будет рассмотрены в палате. Очень много граждан обращается по поводу действия или бездействия сотрудников правоохранительных органов, сотрудников прокуратуры и выражает свое несогласие с решениями суда. И поэтому мы вот остановились те злободневные вопросы, которые беспокоят общество. Мы остановились на эти проблемы и подготовили еще, кроме ежегодного доклада, и специальный доклад. Сегодня третьим вопросом будет рассмотрены поправки в регламент Джоркинеша. И там предусматривается удержание 50% заработной платы, если 3 раза в месяц без уважительной причины пропустил работу заседания. Как вы сами, если, например, не против? Мен билбейм, кандай сиздер баа бересиздер. Мен өзүм активдүү депутат катары жыйындарга катышамын. Бирок мен бул мыйзамга каршымын. Анткени бул депутаттын өзүнүн ыйгарган мыйзамда укугу тебеленет. Анткени депутат ар кандай конституцияда так көрсөтүлгөн кайсы себептерден мандаттан ажырайт, кандай себептер менен айлык акысынан ажырайт да. Анан бир айда 3 жолу себепсиз жыйынга катышпай койсо заседанияга анын 50% айлыгынан ажырайт деген бул трудовой кодекске да туура келбейт. Бүгүнкү күндө эмгек кодексине да туура келбейт. Мен ойлойм бул популисттик бир мыйзам го депчи. Эми депутат өзү катышып атат, келип атат, көрүп атасыздар, эл менен жолугуу встречалар болуп калып атат. Эл келип митингге чыгып атат, эл менен жолугуп атат. Региондордон шайлоочулар келип калып атат, алар менен жолугуп атат. Анан кийин жумушка кечигип берип калат. Балким ошол маалда фиксирует этилбей калса, аны жумушка келген жок деп коюшу да мүмкүн. Анан үчүнчүсү, кандай жол менен булар аныктаган жазбай коюптур. Депутат кирип чыгып атат. Күнүгө 3-4 күндөрү жыйынга, заседанияга 10 жолу, 20 жолу кирип чыгат. Кабинетине барат, кишилер менен жолугат, кайра кирет. Аны ким аныктайт? Аны отурганын, отурбаганын ким аныктап берет? А вот, например, очень много избирателей говорят о том, что дисциплины нет в Джоркинеше. И, может быть, все-таки этот законопроект направлен на повышение дисциплины? Эми дисциплинаны башка жол менен эметиш керек. Муну ар бир депутаттын өзүнүн уятын абирине коюш керек. Иштейм деген депутат келип иштеп атат. Жумуш менен алек болгон депутаттар эл менен жолугуп атат, мыйзамдар менен иштеп атат. Жана андай ар кандай сыртта болуп атпайбы жыйындар. Төгөрөк столдор болуп атат, круглый столдор болуп атат. Ошол жакта жүрөт. Мисалы 20-30% бүгүнкү күндө ошо мыйзамдардын авторлору болгон депутаттар донорлор менен иштеп, коомчулук талкууда болуп атат, командировкада. Эми алардын баардыгы эле кетип атканда эмне кылыш керек? Анда барып туруп больничный аштырыш керекпи? Же болбосо өзү справка жазып туруп төрагага жазып кетиш керекпи? Ошонун баардыгын анда бул мыйзамда карап берсин. Процедурасын карап берсин. А булар жөн эле жазып коюптур, 3 жолу катышпаса 50% айлык акысынан ажыратылат. Мен буга толугу менен каршымын. Сегодня четвертым вопросом будет рассмотрен поправки в регламент. И ряд депутатов выступает против этих поправок, которые инициирует Республика Таджик. И называя его популистическим. Согласны ли с этим мнением? И вообще 50% зарплаты – это не слишком ли жесткая мера? Это во благо нашей работе вообще, по идее, да? Во благо нашей работе. И чем мы будем дисциплинированнее, тем у нас и качественнее будет работа. Поэтому я считаю, что это не очень жестокие меры, 50%.
Вот некоторые депутаты апеллируют тем, что парламентарии зачастую находятся на встречах с избирателями, выезжают в округа, выезжают в регионы. И вот это... Вы знаете, да, при выезде куда-то, при вылете в командировки у нас есть официальные письма, официальные уведомления о том, что данный депутат находится или же на встрече с избирателями. Мы все это предоставляем Турага, там все фиксируется. Поэтому я считаю, что дисциплина нужна. И там еще есть, помимо лишения 50% от заработной платы, там есть меры, может быть, отказ от служебных командировок или отказ от возмещения командировочных расходов, а также отказ от выдачи ГСМ. И кто будет решать, в каких случаях, от чего отказывать депутату? Ну, вы знаете, я бы вообще уменьшила бы эти все командировки, да, вообще сама вот как депутат, потому что частый вылет, частый выезд в командировки очень мешает нашей работе, качеству нашей работы. Вот. Где-то, допустим, начинает рабочая группа работать, и ряд депутатов, опять же, куда-то выезжают, а по времени мы не успеваем. Потом эти сроки, опять же, продляются. Поэтому, вы знаете, мое личное мнение, то, что действительно надо дисциплинироваться нам самим, прежде чем требовать у кого-то дисциплины или же хорошей работы, да, правительства, допустим, вот мы требуем. Поэтому я считаю, все это правильно. Вот там также есть норма, которая возвращает былую традицию проводить процедуру голосования сразу после рассмотрения проекта закона. А вообще тогда нужно ли было в прошлом созыве принимать вот эти поправки, которые в определенное время, в четверг или в среду в 4 часа проводилась процедура голосования? Получается, мы возвращаемся к тому, что было еще до лет 5 назад. Ну, я точно вот эту статью не помню, если вы там прочитали это. Я скажу в общем, если идет возврат к голосованию сразу после законопроекта. Почему? Потому что когда по законопроекту голосование идет, например, скажем, на следующий день, то теряется актуальность. Сразу после споров, после рассмотрения, обсуждения законопроекта, когда идет голосование, она идет более качественное голосование. А когда через день даже депутаты забывают, вот такой список, 30 законов, и начинается зачитывать, по названию депутата не очень-то начинаешь вспоминать, где тот закон, на котором я был, например, против. Да? Потому что названия во многом, например, идут схожие. Например, изменения в некоторые законодательные акты. И нужно искать, и депутат может и не успеть. Да? А вовремя голосования объяснять депутатам, чтобы они голосовали против, уже невозможно. Поэтому качественное голосование будет тогда, как сразу после рассмотрения закона. Почему сделали в одно время, один раз в день? Потому что, чтобы депутаты присутствовали в большем количестве. Потому что была проблема сразу после законопроекта, когда голосуют люди, депутатов не было кворума. Не было кворума, да. да? Из-за этого сделали один раз в день. Чтобы 1 час депутаты пришли, проголосовали и могут уходить. Вот из-за этого. Поэтому, когда мы поднимаем вопрос порядка, можно и вернуться к качественному голосованию сразу после каждого законопроекта. А будет ли принят этот проект закона? Потому что, оказывается, двоякое мнение среди депутатов. Кто-то выступает за, кто-то против. Вообще дисциплина, конечно, в парламенте нужна, безусловно, да, но вот тот законопроект, который мы сейчас обсуждаем, там есть некоторые недочеты, не расписан механизм, да, вот там написано, допустим, нужно спрашивать согласие лидера, как это делать, письменно, и вот я и спрашиваю, допустим, если я вот поехал в командировку, я должен письменно получить согласие? Они говорят, да. А если я говорю, если самого лидера нет, то что делать мне тогда? Они говорят, есть зам. Ну а если зама нет? Вот тут много вопросов таких, да, проблем, которые могут возникнуть. А если ты просто не получил согласие, улетел, что в этом случае? Ну, какие санкции будут? Тоже не написано, да? То есть законопроект сам по себе, он немного сыроват. Да, а что касается поощрения, безусловно, депутаты обязаны поощрять заседания парламента, заседания комитетов. Но в части вот этих вот всяких командировок, я думаю, вот здесь проблема может возникнуть, и депутаты могут отклонить этот законопроект. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.
И на этом программа Гюнтар Тенде завершена. Вы сможете смотреть заседание парламента по телевидению «Пирамида» после 14:00 и слушать нас на радио «Парламент ФМ» и ознакомиться с материалами и пресс-релизами о законодательной деятельности Георгия Ниши на сайте www.kinish.kg. Кстати, отметим, у нас запущена мобильная версия официального веб-портала www.kinish.kg. Спасибо большое, до свидания.